Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как на улице Боруди в Казани у женщины украли ребенка. Я отвлеклась на телефон, и у меня выхватили ребенка из рук. На кого пали подозрения? Расскажем о разбойном нападении на женщину на улице Шамиля Усманова. Угрожал мне в течение нескольких минут, он никуда меня не отпускал. Кричал мне, то есть, что он меня сейчас изнасилует. Нападавший скрылся, вырвав кошелек с деньгами. А также употребил, не доходя до кассы. Просто подошел, открыл и начал пить. Скрыться с места подозреваемый в краже коньяка не смог. Это и не только прямо сейчас. На улице Боруди в Казани у женщины прямо из рук выхватили ребенка и скрылись. Кто похитил сына, она не видела. Отвлеклась на телефон, видела только убегающих людей. Ребенку нет и 2 лет. В момент похищения женщина шла домой вместе с отцом и дедом ребенка. С мужем сейчас она в процессе развода. Он приехал помириться и увидеть ребенка. На него в первую очередь и пали подозрения. Может быть, это муж был, может быть, это был незнакомый человек. Но все побежали в ту сторону. Как все произошло, понять не может сама. Женщина рассказывает, гуляли вместе с отцом и дедом ребенка. С мужем вместе не живут, сейчас в процессе развода. В этот вечер, говорит, он вместе со своим отцом, дедом малыша, приехал помириться. До этого ссорились, но пребывать в состоянии конфликта и дальше не хотели. Мы гуляли втроем, я, отец ребенка и его отец, получается. Я отвлеклась на телефон, и у меня выхватили ребенка из рук. Да, я не уверена, кто это отец или какой-то чужой мужчина, но все побежали в одну сторону, за дом. Рассказывает, они встретили ее на улице. Адрес, где сейчас живет, она мужу не говорила. Около моего дома они меня поджидали. Я даже не знаю, откуда адрес узнали. Я не говорила свой адрес. В Казань, говорит женщина, муж со своим отцом приехали утром. Остановились в гостинице в центре. У них двойное гражданство, живут в Германии. После встречи погуляли, но ровно до тех пор, пока речь не зашла о будущем сына. Вернее, о месте его жительства. Он вам угрожал, говорил, что хочет ребенка забрать себе. Угрожал. Говорил об этом, да. И его отец тоже. Поэтому я сказала, говорю, мы сейчас выйдем домой, если встретимся, просто по-хорошему. Он хотел увидеть ребенка, мы с ним встретились. И они потом начали говорить, что мы его заберем в Германию. Я потом за ним побежала резко уже, вот через те дороги. Там еще парни остаются, что случилось? Я говорю, у меня ребенка украли. 2 года, да? Год и 8. Год и 8. Подозрения, что вырвал сына из рук именно отец ребенка, закрались у женщины с самого начала. Усилились, когда он и его отец перестали отвечать на звонки. Поэтому и дала полицейским его приметы. Футболки, шорты оба. Белая? Муж светлая, бежевая какая-то. Бежевая футболка, шорты. Шорты, я не уверена, но, по-моему, тоже светлые были. И сейчас уже... На плече сумочка какая-нибудь Да, висела? черная такая. Черная сумочка, да, висела. Установлено, что 33-летняя женщина возвращалась домой со своим супругом, ребенком и отцом супруга домой. Ранее между мужчиной и женщиной возник конфликт. В какой-то момент мужчина взял ребенка и скрылся во дворах домов. В настоящее время сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев происшествия. Приняты меры к задержанию 37-летнего мужчины. Женщина рассказывает, что все документы на сына находятся у нее. К тому же, предвидя нечто подобное, месяц назад оформила запрет на вывоз ребенка за рубеж. Процессуальное решение по этому делу будет приниматься после того, как ребенка найдут. Лена Зинатольевна, Константин Бушуев, «Вызов 112». Водитель «Газели» погиб сегодня утром на трассе М7 под Казанью у развязки с Мамадышским трактом. Он двигался со стороны Казани в сторону Челнов, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с фурой ДАФ. Удар был таким, что в груди искореженного металла трудно узнать «Газель». Ее водитель погиб на месте. Пассажира мини-грузовика и водителя фуры госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На улице Шамиля Усманова в Казани неизвестный мужчина напал на женщину. Он угрожал изнасилованием и убийством. Открыто похитил кошелек с деньгами и скрылся. Все произошло недалеко от дома пострадавшей в вечерний час пик, когда на улице много людей. Как рассказала сама женщина, несмотря на это, не то что прийти на помощь, даже просто вызвать полицию готовы были не все. Сумма большая была, да. Там была карточка, кредитная карта. По большей части он их там раскидал. Вот там на асфальте лежат остатки вещей. Она никак не ожидала, что в 2 шагах от дома в вечерний час пик, когда много людей прямо посреди улицы на нее нападут. Рассказывает, прошла мимо стоящего нетрезвого мужчины, вскоре он ее нагнал и ударил в шею. Он куда-то меня тащил, то есть силой за руки, за шею, за тело.
Вот. И угрожал мне в течение нескольких минут. Он никуда меня не отпускал. Кричал мне, то есть, что он меня сейчас изнасилует, что он сейчас, значит, силку меня куда-то утащит там к своим или еще. То есть я просто элементарно не справилась как бы с тем, что... То есть это элементарная угроза. Угроза жизни, я считаю, да, потому что его удар, то есть он ударил в шею, я до сих пор не могу дышать. Особых примет, говорит, у нападавшего не было. Рост чуть больше 170 сантиметров, коротко стриженный, джинсы, светлая футболка, слегка нетрест. Скрылся нападавший, вырвав кошелек вместе со всем содержимым. Люди рядом были, но на помощь прийти не спешили. Я обратилась к мужчине, который рядом шел, попросила вызвать полицию. Но он отказался это сделать, он встал на его сторону, и они ушли вместе. Вот второй мужчина, я ему очень благодарна за то, что он вызвал полицию сейчас, наряд полиции, который мне помог. Вот он настоящий мужчина, я считаю. Установлено, что в 19:00 38-летняя жительница Казани возвращалась домой. Неизвестный, применив насилие, забрал у женщины кошелек и скрылся. Ущерб пострадавшей оценила в 35 тысяч рублей. Сейчас по факту нападения сотрудники полиции проводят проверку, просматривают записи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Процессуальное решение будет принято по ее результатам. Радик Фархулин, Константин Бушуев, вызов 112. Прямо у витрины мужчина выпил бутылку коньяка в одном из супермаркетов на улице Чуйкова. До кассы он не дошел и перед употреблением за напиток не заплатил. После был не в состоянии. Скрываться он не собирался. Сил хватило только добраться до двери. Дальше передвигаться он не мог ни самостоятельно, ни с чьей-то помощью. Давай, вставай. Ну, вставай, давай. Я не хочу, я никуда. Ну, в магазине же не будешь лежать. Давай, вставай. Я же не в магазине. Он не понимал, где он и что от него хотят. Единственное желание мужчины было, чтобы его оставили в покое. Мне плохо. Что плохо? Продавцы магазина рассказывают, видят мужчину впервые, но было понятно, что с самого утра ему было хорошо. За напитками заходил несколько раз, за покупки платил, пил недолго, прямо на улице, спал там же. У него были деньги, да. Видимо, когда он там валялся на траве, у него все вытащили. Под дождем он сегодня лежал. Когда желание выпить захлестнуло его вновь, а денег не было, в удовольствии мужчина решил себе все же не отказывать. Выбрал бутылку коньяка, употребил прямо на месте, не доходя до кассы. Просто подошел, открыл и начал пить. После этого ни о какой плате речи уже не шло, да и говорить мужчина не мог. Впрочем, так же, как и ходить. Переместиться смог только до входной двери. Покинуть магазин сил уже не нашлось. Продавцы вызвали полицию, но состояние мужчины требовало уже медицинской помощи. Он не мог даже встать. Давай, Эдуард Николаевич. До кареты скорой помощи его пришлось нести на носилках. Сотрудники магазина тем временем написали на мужчину заявление в полицию. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. 320 литров спиртосодержащей продукции изъяли полицейские у 54-летнего челнинского бизнесмена. Его заподозрили в продаже алкоголя двойного назначения через свои магазины. Часть запасов спиртосодержащей жидкости хранилась в гаражном боксе в одном из челнинских кооперативов. Там полицейские нашли 800 100-граммовых флаконов с алкоголем и 14 бутылок водки различных наименований. Подобные флаконы в количестве 750 штук, а также тетрадь с финансовыми записями было изъято из автомашины подозреваемого. В магазинах, принадлежащих мужчине, стражи порядка нашли еще 1650 подобных флаконов. 54-летнего бизнесмена задержали по подозрению в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости двойного назначения. Общий объем изъятой продукции составил более 320 литров. В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Процессуальное решение будет приниматься с учетом заключения, опасна или нет она для жизни и здоровья. Станислав Яковлев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.